Слышали шутку, надпись на надгробье: «Не все йогурты одинаково полезны». Правда ли это? Поговорим об этом. Чуть подкисшее молоко, домашний кефир, домашняя простокваша – это то, что мы называем йогуртом. Йогурт – это молочная основа с добавленными лактобактериями. Лактобактерии могут образовываться естественным путем, либо добавляться искусственно. Все это очень полезно, потому что лактобактерии оказывают стимулирующее действие на микрофлору нашего желудка. То, что мы покупаем в магазине, то, что мы называем йогуртом, это система, которая по своей структуре напоминает мясной фарш. Потому что это жир, это молочная основа, это загуститель для того, чтобы йогурт имел структуру, добавленные лактобактерии, сахар и дальше вкусовые добавки, которые добавляются либо в виде фруктов, либо в более дешевых вариантах. Это марципаны. Естественный йогурт хранится в течение 20-24 часов. Это не очень вкусный напиток, но очень полезный. Тот йогурт, который покупаем в магазине, имеет сроки хранения от 14 до 48 дней. Естественно, туда добавляются консерванты. Но количество консервантов, которые добавляются в йогурт, составляет 0,01%. Эти консерванты не участвуют в обмене веществ. Они выводятся из организма как шлаки, но позволяют сохранить продукт достаточно длительное время. Жирность йогурта может варьироваться от 0 до 22%. Калорийность йогурта определяет количество сахара, добавленное туда. И поэтому, если вы съедаете 6 банок йогурта в день, в которых содержится 11-17% сахара, вряд ли это придаст стройность вашей фигуре.